Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится на благо вам? Долгожданные события, либо неожиданные события. Что случится по судьбе на благо вам? Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Прежде чем я начну, всех вас, мои хорошие, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь, я обращусь к высшим силам. Высшие силы, дайте возможность ответить на все вопросы и пошлите самую нужную, важную и полезную информацию. События на благо вам в тот срок, который вы, мои хорошие, загадали. Отсыпочка общая. Но раз вы здесь, вас явно сюда ангелы привели. Случайности не случайны. Итак, что случится на благо вам? Здесь, смотрите, человек дарит вам ананас. Вот четко ананас показали. Ни с того ни с сего этот человек дарит вам ананас. Это очень классный знак. Готовьтесь к большому подарку, либо готовьтесь к какому-то невероятному, крутому предложению. Ананас – это интересно, ананас – это вкусно, ананас – это сладко. Прям голова будет кружиться от таких подарков, от таких предложений. Мужчина, образ мужчины мне идет. Ну, либо женщина, но с мужским характером, либо занимающая высокую должность, высокий пост. Ни с того ни с сего, как, знаете, ничего не предвещало, и тут на тебе вам предлагают ананас, либо дарят ананас. Ну, в переносном смысле, да, это метафора. Подарок либо предложение идет. Сказать, что вы порадуетесь, ничего не сказать. Вы будете просто счастливы. Чего-чего. А таких предложений и таких подарков вы вообще не ждали. Знаете, сразу вот как и день ярче станет, и теплее станет, кого-то прям жар бросит, да, ну классное событие. И с левой стороны, еще так показали хитро, с левой стороны. Может быть, будете о чем-то своем думать, либо за что-то будете переживать. А тут на тебе предложение, на тебе подарок. И, конечно, день ярче станет, конечно, лучше себя почувствуете. Это замечательно. Вот кому-то ананас не дадут, а вам дадут. Да? Может быть, даже вот этим предложением, либо подарком какому-то человеку нос утрете, скажете: понял? Увидела? Меня выбрали, мне дали, мне подарили. А ты давай, иди гуляй. Да, интересненько показано. Так, и еще мужчина, конь. Но мужчина идет вперед, конь идет за ним. В левую сторону движется товарищи. Мужчины, мои дорогие мужчины, ну, очень похоже, что работа найдет вас сама. Возможно, это не то, чего вы хотели, возможно, это не то, на что вы рассчитывали, но поверьте, этот конь крепкий. С этим конем, либо на этом коне вы точно до цели доедете и не пропадете. Да, вы идете влево пешком, а вот конь идет за вами. Прям впритык уже идет, как в шею дышит. Вас работа найдет сама. Предложение по работе, может быть, какое-то бизнес-предложение, может, работа по найму, да, либо кто-то уже на вас глаз положил, и человек обдумывает, чтобы вам такое предложить, либо когда вам это все предложить. Да, конь уже идет за вами. Девушки, если ваш мужчина в поиске работы, либо сын, либо брат, либо зять, то работа найдет сама. И это уже практически уже сейчас происходит. Может быть, сегодня к вечеру, может быть, завтра с утра, ну, может быть, в течение недели. Но это уже происходит.
Так, вот здесь показан момент, как какой-то триггер, что-то вас растормошит. Смотрите, мне показывают человека в таком состоянии, когда ничего не хочется, когда ничему не рад, когда нет мыслей, когда тупик, либо состояние, знаете, стресса, депрессии, да, вот я ничего не хочу, все меня оставьте, мне ничего не интересно. И вот идет какой-то, как триггер, как сверху что-то спускается. Но это даже не птица, это что-то другое. Как что-то прилетит, сверху упадет. И вы очень сильно возбудитесь. Вы прям в себя придете, вам будет чем заняться. Здесь как все на свои места встанет. Может быть, да, это какой-то закон, какие-то новые правила, какие-то новые распоряжения. Может быть, вам кто-то что-то подкинет. Может быть, кто-то появится, объявится, да, и сразу мир красками заиграет. Но вот как в себя придете. Просто моментально, мгновенно вы приходите в себя, в боевую готовность, либо в готовность полноценно жить, развиваться и идти вперед. Опять же, вы все разные, у каждого своя ситуация. Может, вы сейчас сидите, тоскуете о близком, любимом человеке, а он прям пропал, он не отвечает, он где-то далеко, вы ничего о нем не знаете, вам ничего не хочется. И тут бац, он приезжает, и вы такая: о, здорово, продолжаем жить. Продолжаем любить. Ну, либо человек выйдет на связь, скажет, что вот у меня все хорошо, у меня все замечательно, буду держать тебя в курсе. Там помехи были, да, либо связь была недоступна. Ну, у каждого будет свое. Либо вы хотели делом каким-то заняться, но узнали, что там кучу бумажек надо, либо кучу денег для того, чтобы дело открыть, и немножко впали в депрессию. А тут раз там законы поменяли. И вы такая: о, ничего не надо, ну так я готова, сейчас буду работать, да, сейчас буду заниматься. Такой интересный момент показан. Вы как оживаете, как в норму приходите, как полноценно жить начинаете. Вот такой момент. У кого-то с любовью, у кого-то с работой, у кого-то еще с чем-то связано. Может быть, это общая отсыпка. Так, здесь вот показано, что к вам люди как будто бы в очередь выстраиваются. Что вы торгуете чем-то, либо услуги оказываете. Прям в очередь выстраиваются. И выстраиваются разные люди, либо разных возрастов. Мужчины, женщины, молодые, пожилые, среднего возраста. Очередь к вам, прям очередь. И этим людям от вас что-то надо. Может, действительно вы какую-то деятельность ведете, либо будете вести. А может быть, это родственники, либо друзья, знакомые, соседи. В общем, к вам очередь. Готовьтесь к тому, что будет очередь. Если вы работаете сами на себя, то прям тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да, поток клиентов. Это бесконечная река из людей, и вы просто в шоке, вы понимаете, что вы не вытяните такой контингент, да, что либо нужно помощников нанимать, либо цены повышать, да, чтобы, может быть, как-то разбавить. Но к вам очередь прямо идет, очередь. Тоже хороший знак. Так, дальше. На благо вам. Вы с кем-то помиритесь. Причем помиритесь как-то неожиданно и резко. Вы с кем-то поссорились, и вы не намерены мириться. У вас к человеку много претензий, и у человека, соответственно, к вам много претензий. Вы настроены на то, что все, человека я из своей жизни вычеркну. Знаете, как вычеркиваю, больше не дружим, либо больше друг друга не любим, больше не общаемся, больше не встречаемся. Но судьбы, судя по всему, другие планы. И я вижу, что вы опять вместе, между вами огромный прочный мост, такой, знаете, на века. Больше вы ссориться точно не будете, но точно помиритесь. И это вам на благо. Почему? Потому что вы нужны друг другу. Вы нужны тому человеку, и этот человек нужен вам. В какой сфере, в каких целях, я не могу сказать. Но то, что вы помиритесь, это 100%.
Так, и еще на благо вам. Какая-то вещь будет куплена, приобретена. То ли сами себе купите, то ли кто-то для вас купит. Может быть, это какой-то гаджет, может быть, это какой-то девайс. Как это называется? Техника, да, техника. Там техника для дома, для кухни, какие-то аксессуары. Да что угодно может быть. Может быть, предмет интерьера, да, предмет мебели. Что-то, что сделает вашу жизнь легче, удобнее, проще, какие-то процессы более эффективными. Но опять же, кто-то компьютер купит, да, и очень многое поменяется. Кто-то купит, там, не знаю, хлебопечку. Пусть будет пример хлебопечка, да. И всегда будет запах свежего хлеба, и будет вкусненько, и будете готовить полезный хлеб, там, диетический, там, с семенами, какой-нибудь там ППшный, да. То есть это полезно. Не надо думать, что там бежать в булочную, там где-то искать этот хлеб, а он там пропадает. Нет, у вас будет хлебопечка. Может быть, это что-то, что, например, там для вашей красоты какой-нибудь, не знаю, массажер, тренажер, может быть, какая-то плойка, там, супермодная, дорогая, да, как они там, Дайсоны, по-моему, называются. Ну, у меня волосы короткие, я как бы таким не очень интересуюсь. Ну, понятно, что вы разные, у каждого будет свое. И вот смотрите, благодаря этой покупке у вас действительно и настроение меняется, и эта покупка, либо это обретение очень положительно впишется в вашу жизнь. Очень положительно. Каждый день будете пользоваться и думать: ой, ну какая же я умничка, что я приобрела, да, либо ой, спасибо этому человеку, который мне это, ну, приобрел, купил для меня. Прям нужная вещь, и эта вещь действительно и свое дело будет делать, и служить вам будет верно. Польза. Вот бывает, купишь что-то, и оно у тебя валяется. Вот я себе так, знаете, что купила? Светодиодную маску. Светодиодная, типа там терапия, покраснение убирает, там морщины разглаживает. Ничего она не работает, она просто кучу денег стоит и много места занимает. Я не знаю, куда эту коробку девать. Вот, это бесполезная покупка, но у вас будет полезная 100%. Так, и еще на благо вам. Но я не знаю, как это объяснить. Сейчас, конечно, постараюсь, чтобы было понятно. Вас судьба через горы поведет, но это на благо вам. Горы – это проблемы. Вы скажете, ну какое же в этом благо, если мне придется решать проблемы, если меня в горы загоняют. Ну это как-то неприятно, да, по горам лазить. Не, ну если вы скалолаз, да, конечно, может быть, вам будет интересно. Но опять же, да, человек устать может от проблем, от гор. Вот. Но тут на благо вам, чтобы вы, может, руку набили, как проблемы решать, либо чтобы вы в себя поверили, что вы можете, что вы умеете, что вам никто не нужен, вы автономная единица, вам не нужны помощники, вам не нужны советчики, вы сами все можете, все сами умеете. Может быть, чтобы ушел внутренний страх, либо сдержанность, неуверенность, как я уже сказала, в себе ушла. Там горы небольшие, и это ненадолго, понимаете? Там пару бугорков пройдете, поймете, поверите в себя, перестанете бояться. И все, и судьба вас выведет опять на ровную, красивую, гладкую дорогу. Но это нужно, этот опыт вам нужен. Вот каждому, конечно, для своего, но это нужно. Поэтому не ругайтесь на судьбу, не обижайтесь на судьбу. Судьба знает, что делает. Вас никто не хочет наказать, либо обидеть. Вам хотят помочь. Вот так показали. Ну, горы заведут вас в горную местность. Будете карабкаться. Еще фонтан показывают. Но этот фонтан, он каких-то, как слов касается, слова, да? Возможно, кто-то очень долго молчал, либо
В принципе, да, человек был молчаливый. А теперь человек превращается в фонтан, начнет фонтанировать эмоциями в вашу сторону, либо бесконечно начнет вам что-то говорить, делиться с вами, что-то вам сообщать. Вот как язык развяжется, да, есть же такое выражение, язык развязался. Вот так и у этого человека случится с правой стороны. С правой, и для вас это хороший знак. Может быть, вы переживали, что человек закрылся сам в себе, что человек молчал, что был неконтактный, либо даже вел себя как-то отстраненно. А теперь вот целый фонтан. Будете в словах купаться, в словах этого человека. Дальше птичка как будто бы из гнезда вылетает. Скорее всего, дети, ну, либо те, кем вы опекаетесь, да, у кого-то это дети, у кого-то это внуки, у кого-то это близкие люди, за кого вы переживаете, словно бы за ребенка. Вылетает птичка из гнезда, ну, потому что птичка уже реально выросла, ей в гнезде тесно, ей летать надо, ей нужна самостоятельность. И вам тоже было как-то очень некомфортно. Некомфортно в плане, что вы очень много думали, вы очень много переживали, возможно, вы не сходились во мнениях, возможно, у вас там вечные были дебаты по поводу каждого вопроса. Но вот птичка вылетает. Может, ребенок, да, действительно поедет куда-нибудь летом к бабушке с дедушкой, либо в лагерь, либо какую-то подработку себе найдет с проживанием. В общем, и жалко эту птичку отпускать. Но с другой стороны, вы понимаете, ну, это хорошо, это лучше. Опыта наберется и поспокойнее, и, возможно, отношения улучшатся. Может быть, с вами кто-то проживает, кем вы опекаетесь, да, и у вас с этим человеком, ну, как-то за последнее время испортились отношения. Может быть, пожив на расстоянии, отношения у вас улучшатся. То есть это какая-то полезная штука, птичка вылетает из гнезда. И птичке хорошо, и вам хорошо. И, в принципе, для вас обоих это тоже очень хорошо. Так, на благо вам. Какой-то запрет я вижу на благо вам. Вы скажете, а что ж тут за благо, если это запрет? Ну, высшие силы знают, что делают. Смотрите, с правой стороны сетка. Сетка, забор. То есть вы видите то, чего вы хотите, но попасть туда не можете. Либо вы видите человека, с кем хотите общаться, но доступа к этому человеку нет. Закрыли на благо вам. Может быть, вам туда не надо. Либо вам не стоит общаться с этим человеком. Может, этот человек внешне безобидный, но может укусить. Да? Бешенство нападет и укусит. Либо неприятно вам сделает. Либо заведет вас в какие-то там дебри, да? А может быть, вы хотите в какое-то место, которое может для вас быть неблагополучным и неприятным. И высшие силы просто ставят ограничения и говорят, вот туда не ходи. Помните, как в этом старом фильме, да? Туда не ходи, снег, голова упадет, да? Совсем мертвый будешь. Ну, как бы шутки шутками, но высшие силы знают, что делать. Вас просто не пускают. Как-то так. Не пускают. Так, семейный. Кто у меня семейный? Мужчина, женщина. Ой, как же вас будут ревновать. Здесь такой треугольничек вырисовывается, но с мягкими линиями. Смотрите, возможно, вы действительно очень давно в паре, в браке. Даже если это гражданский брак, да, просто уже как-то приелось, долго живете. Ну, какие эмоции, да? Эмоций-то нет, притупились страсти. А ваш партнер, либо ваша партнерша начнет вас очень сильно ревновать к какому-то общему, ну, не знаю, другу, знакомой. И благодаря этой ревности ваши отношения выйдут на новый уровень. Ну, допустим, вы мечтали действительно официально выйти замуж, но жили в гражданском браке. Ваш партнер начнет вас ревновать и просто сам вас чуть ли не насильно потащит в ЗАГС и скажет, мы должны пожениться. Либо, например, опять же ситуация, вы уже в браке, но вы хотели повенчаться, но человек, партнер не хотел.
И тут, видя, что вы с кем-то общаетесь, близко общаетесь, такой, ну, она же верующая, давай будем венчаться, чтобы уже перед Богом, да, чтобы развода не было. И также может быть ситуация, когда вы хотели куда-то съехать, переехать, ну, а ваш партнер не хотел. Вот, вы даете повод для ревности, и партнер такой, все, переезжаем, мы уезжаем отсюда. Ну, так интересно показали. Ревность мягкая, но ревность на благо пойдет, оживит ваши отношения, выведет на новый уровень. Ну, увидите, о чем речь. Так, еще какие-то дни отдыха показаны на благо вам. Дни отдыха с левой стороны. По независящим от вас причинам у вас какой-то отдых идет. У кого-то несколько дней, у кого-то, может быть, и неделя, а может даже несколько недель. Вот как-то сложится обстоятельства, что у вас будет время на то, чтобы отдохнуть, выдохнуть, убрать напряжение, там, не знаю, выспаться банально, прийти в себя, прийти в чувство. Ну и потом с новыми силами, как говорится, за работу. Еще раз говорю, у кого-то пару дней, у кого-то пару недель. Вы все разные. Но этот отдых вы не планируете. Вы вообще сейчас не понимаете, что это может быть. Но оно произойдет. И это все на благо вам. С левой стороны ситуация. Не ждете, не планируете, не думаете. Даже будете гадать, не угадаете. Что-то вот независящее от вас происходит, но на благо вам. Так, еще какие-то знания. Какие-то знания к вам придут, умения, знания. Как чему-то обучитесь, либо что-то познаете. Где будете познавать, скорее всего, кто-то будет обучать, либо делиться своими познаниями, знаниями, мастерством. Вас как-то это прям заденет. Вам будет очень интересно, с любопытством, с рвением будете изучать, познавать будете и применять начнете, буквально сразу начнете применять. Какие-то полезные знания. И знаете, благодаря этим знаниям кто-то из вас прям корону оденет. Ну, корона — это ваш статус, это ваш авторитет, это ваше место в жизни, да, коронованная особа. Возможно, это не сейчас случится, не в то время, которое вы загадали, может быть, попозже. Ну, допустим, набьете руку, станете сами мастером-профессионалом, потом уже корону обретете. Но знания очень полезные тут, умения, знания. Что-то очень полезное. Так, вот здесь в вас кто-то влюбится. Причем в вас влюбляются, а вы как бы такая, ну ладно, ну ладно. Ну, не то чтобы вы за, но не то чтобы вы против. Скорее всего, речь не идет об отношениях. Скорее всего, речь идет о том, что здесь за вами будет человек влюбленный ухаживать и будет для вас стараться что-то делать. И вам это, ну, извините за слово, скорее всего, будет выгодно. Да? И вы такая, хорошо. Мужчина и женщина одинаково предсказание. Ну, допустим, вы мужчина подчиненный, а у вас женщина начальница. И вот вы прям очень приглянулись, и она там вам и где-то зарплату подняла, и где-то сократила рабочий график, и где-то выходной дала, и где-то премию вам выписала, да, там сложный участок от вас подальше забрала. Вот то же самое женщина. Допустим, какой-то там человек респектабельный, там, не знаю, чиновник, начальник, испытывает к вам нежное чувство. То есть там вы замужем, он может быть женат. Ему хочется для вас что-то делать хорошее, светлое, доброе, положительное. Есть события с правой стороны. Здесь нет такого, что к вам кто-то будет приставать и навязывать свою любовь. И там дергать вас за руки и заставлять, не знаю, к интимной близости. Да? Такого нет. Скорее всего, даже, может, человек и не признается вам в своих чувствах, но вы будете это понимать, вы будете это осознавать. И вот, как я сказала, будете этим немножко пользоваться на благо себе.
Ну, что есть, то есть. Да, сердцу не прикажешь. Вы же не навязываетесь. Нет. Ну, что случилось, то случилось. Почему бы и нет? Да, тут такой дельфин. Дельфин, который плавает, но не подплывает. Да? То есть нет отношений. Есть влюбленность, но отношений нет. И это на благо вам. Так, еще у кого-то лошадь встанет на дыбы. У нее хвост какой-то странный, как у птицы. У лошади хвост, как у птицы, очень длинный. Радуга под хвостом. Лошадь стала на дыбы. Прорывной момент в карьере. Прорывной момент в работе. Неожиданный, либо ожидаемый. Вы все разные, да. Возможно, вы сейчас прям очень сильно стараетесь, чтобы этот прорыв случился. А может быть, вы в своем ритме работаете, ни о чем таком не думаете. Ну, вот она, лошадь стала на дыбы. И по этому хвосту, во-первых, это в долгую, я бы даже сказала, в постоянную, да. То есть вы входите в такую зону, когда вы постоянно будете добиваться очень крутых результатов. С чего-то одного начинается и дальше до бесконечности продолжается. То есть нет уже ни конкурентов, ни каких-то помех, ни уверенности в себе нет. Да? Вы просто идете по накатанной, по успешной дороге идете. Еще такими знаками могут показать приглашение на работу, но куда-то вот за границу, допустим, да, либо там в другой город еще, может быть, что вам ехать надо. Ну, почему бы и нет? Ради такой работы можно и поехать, потому что под хвостом радуга. Это прям, ну, как радостный момент. Может быть, вам в какой-то очень крутой фирме хорошую должность будут приглашать, и вы такая: да, конечно, я на все согласна, только возьмите меня. Ну, я полжизни потратила на то, чтобы эту должность получить. Конечно, это классный момент. Ну, встречайте свою лошадку. У кого-то, кстати, и бизнес может выстрельнуть. То дело, которым вы занимаетесь. Хороший момент. Так, свечка потухла, и я буду заканчивать, мои хорошие. Вот здесь показан момент знакомства с каким-то очень необычным человеком. Здесь показан человек, который вас будет защищать, заступаться, защищать, покровительствовать вам, возможно. Но вот чего-чего, а защитника вы, скорее всего, не имеете, либо даже не ищете, хотя, возможно, нуждаетесь. Но опять же, это же приятно, когда вам тылы прикрывают, когда есть кто-то, кто может вписаться, защитить вас. Человек, который какой-то отчаянный мне идет и мощный. Такая, знаете, гремучая смесь. Я скажу так, вам повезет. Вам повезет, хоть вы этого и не ждете, и не ищете, но такой вот защитник у вас появится. Либо защитница, почему бы и нет. И женщины бывают такие отчаянные. Повезет. Да, вам реально повезет. Может быть, поначалу как-то будет не очень комфортно, там, стесняться будете, а потом прям во вкус войдете, вам очень понравится. И с этим человеком прям совсем ничего не страшно. Это вас все будут бояться. Вот. С таким человеком все будут бояться. Ну, плохие люди, я имею в виду, да, хорошим чего бояться. А вот плохие будут бояться и обходить вас 10-й дорогой. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.